очень умный самолет. Как говорят наши пилоты, достаточно просто поставить название локации, куда ты летишь, и, собственно, все остальное он сделает за тебя. Так доставить пассажиров готов реактивный бизнес-джет для небольших компаний. Салон почти как купе поезда. Как говорят, сейчас предложения на такие перелеты уходят в лед. Сели в компании, там 4-5 человек, и полетели, например, вечером куда-нибудь поведать или на переговоры. Человек, собственно, имея небольшой реактивный самолет, получает по факту безграничные возможности передвижения. Вырос спрос и на большие бизнес-самолеты. Тут и салон как ресторан с отдельными сервированными столиками, кожаными креслами, цветами, свежими фруктами. Как дома есть диван и телевизор. Как отмечают рост такого сервиса, от того, что в стране в последние годы наметился экономический рост и возросла деловая активность. В минувшем году бизнес-джеты и вертолеты совершили 40 тысяч рейсов, перевезя более 100 тысяч пассажиров. Этим занимаются десятки компаний, 3 татарстанские. В принципе, проблем больших-то нету. Идет полномасштабное развитие. А то, что сейчас в Татарстану есть определенные, будем, интересы со стороны уже наших коллег, говорит о том, что у нас, в общем-то, есть защитные успехи. Взять новые высоты успеха компании деловой авиации рассчитывают за счет расширения модификации бизнес-самолетов. Фактором же, что может подрезать крылья, называют санкции. И те, что уже есть, создают проблемы и при покупке самолетов, и при их дальнейшей эксплуатации. Мне это, конечно, напоминает известный анекдот, когда два мультяшных героя решили подраться и, не зная, как придраться к прохожему, начали его бить со словами «шляпу не так носишь». Вносить свои предложения и обсуждать развитие общего дела на форуме будут и завтра. Выводы инициативы представят руководству страны. Дмитрий Аяринин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань.